Это уже вторая пресс-конференция, которую мы проводим по этому случаю. Чуть раньше была еще одна, где мы представляем наши обзоры того, то есть результаты нашего мониторинга на предмет того, как Народное собрание и исполнительный комитет обеспечивают прозрачность процесса принятия решений и предоставляют доступ к информации. В прошлый раз, вы помните, у нас были достаточно серьезные замечания по этому поводу. К сожалению, спустя несколько месяцев мы не можем похвастаться тем, что ситуация каким-то образом изменилась в лучшую сторону. Есть какие-то незначительные подвижки, например, после нашей предыдущей конференции исполнительный комитет начал публиковать свои постановления в экспресс-каноне. Да? То есть мы, конечно, не знаем, с чем это связано. Вполне возможно, это связано с тем, что мы подняли этот вопрос. Но мы видим уже два выпуска бюллетеня, где исполнительный комитет публикует свои постановления. И то не все. Да? То есть есть только часть постановлений, которые он публикует, а есть часть постановлений, которые, скажем, не попадают. Вы все результаты, всю статистику можете найти в приложении к нашему бюллетеню, информационному бюллетеню, где дается отдельная статистика по Народному собранию, исполнительному комитету и Центральной избирательной комиссии. То есть в этом году мы еще включили в свой мониторинг и Центральную избирательную комиссию, потому что этот орган существует, как вы знаете, с прошлого года, и в этом году заложено в бюджет деньги на его функционирование. Сегодня мы вам представим обзор за 3 месяца. Это январь, февраль, март. Как я сказал, мы включили 3 органа власти. Центральная избирательная комиссия, исполнительный комитет, Народное собрание. Кроме этого, помимо того, что мы отражаем результаты нашего мониторинга, мы также затрагиваем здесь вопросы, связанные со стратегическими судебными разбирательствами, так мы их называем. Что значит стратегическое судебное разбирательство для нас? Для нас это значит, что мы обращаемся в Народное собрание и исполнительный комитет за доступом к определенной информации, связанной с решениями, которые они принимают. И, к сожалению, мы не получаем от них никаких ответов. Народное собрание нам, как правило, отписывается. Да? И эта отписка такая: все, что вам нужно, вы найдете в экспресс-каноне. Но проблема-то в том, что мы обращаемся, мы получаем экспресс-канон, мы его мониторизируем, и мы знаем, что там написано. И мы запрашиваем у них информацию не ту, которая опубликована в экспресс-каноне, а мы запрашиваем у них ту информацию, которую, к сожалению, мы в экспресс-каноне найти не можем. Но почему-то Народное собрание считает, что та информация, которую они предоставляют в экспресс-каноне, этой информации достаточно. В общем, из-за того, что они не предоставляют ту информацию, которая нам нужна, мы инициируем судебное разбирательство. То есть на сегодняшний день Пилигрим Демо инициировано 3 судебных разбирательства. 2 в отношении Народного собрания, 1 в отношении исполнительного комитета. С исполнительным комитетом ситуация, с моей точки зрения, еще хуже. Исполнительный комитет вообще не отвечает на наши запросы, что, в принципе, нарушает все, не знаю, хорошие практики в демократических государствах и нарушает закон, прежде всего, закон о доступе к информации. В общем, одно судебное разбирательство дошло, мы его инициировали в прошлом году, оно дошло до апелляционной палаты. Как вы знаете, суд первой инстанции, суд Камрад, удовлетворил наши требования в части признать нарушенным право на доступ к информации и обязал Народное собрание предоставить всю информацию, которую мы там запрашиваем. Народное собрание почему-то решило обжаловать это решение суда в апелляционную палату. И апелляционная палата буквально несколько недель назад вынесла решение в нашу пользу, но удовлетворила наши требования частично. Оно удовлетворило наши требования в части признать наше право нарушенным, право на доступ к информации, и обязало предоставить нам ту информацию, только информацию, касающуюся проектов решений Народного собрания. Но мы там также запрашивали информацию, касающуюся обращений Народного собрания в Конституционный суд. Потому что Народное собрание за весь период своего существования несколько раз обращался в Конституционный суд. И для нас было важно узнать, что они там просили у Конституционного суда рассмотреть и вообще посмотреть на суть претензий. Но апелляционная палата, Народное собрание нам отказало, как вы понимаете, да, апелляционная палата решила, что Народное собрание нам эту информацию предоставлять не должно, хотя с нашей точки зрения, кто, кроме как не Народное собрание, может предоставить те обращения, которые оно само составляло и само подавало в Конституционный суд. Ну, наше намерение обжаловать решение апелляционной палаты в Высшую судебную палату и добиться того, чтобы признали
обязали Народное собрание предоставить нам в том числе и те решения, которые они, обращения в Конституционный суд. То есть, что признали, удовлетворили наши исковые требования в полном объеме. Еще два иска, которые мы подали в суд первой инстанции, это суд Камрад, в отношении, еще один иск в отношении Народного собрания и первый иск в отношении исполнительного комитета. Там речь касалась о доступе к информации, связанной с отчетом о расходовании резервного фонда. Потому что, как вы знаете, резервный фонд Гагаузии почему-то поделен на две части. Часть резервного фонда, там общая сумма резервного фонда Гагаузии составляет чуть меньше 5 миллионов. 2400 администрировал в прошлом году Народное собрание, и такую же часть администрировал исполнительный комитет. То есть мы попросили у них отчет о расходовании резервного фонда за 2015 год. Народное собрание нам, как обычно, сказало, что вы найдете информацию в экспресс-каноне. Да, действительно, в экспресс-каноне они опубликовали отчет о том, как они ежеквартально эту информацию публикуют, имеется в виду Народное собрание. Но проблема в том, что этой информации нам недостаточно. В отчете всего лишь навсего три типа информации. Они указали, сколько из резервного фонда они выделяют на каждый избирательный округ. Потому что, чтобы вы понимали, да, то есть внести ясность. Резервный фонд Народного собрания расходуется, та часть резервного фонда, которая администрирует Народное собрание, расходуется следующим образом. 10% этим 10% распоряжается президиум Народного собрания, 90% они решили поделить по избирательным округам для решения вопросов в этих округах. Они выделяют эти деньги депутатам, и депутаты их расходуют уже на их усмотрение вместе с примарией там, на решение каких-то проблем. Есть та же формула, сколько приходится на каждый избирательный округ. Но, как правило, деньги расходуются в округах депутатами на три вещи. Первое – это решение социально-экономических проблем, решение выделения денег государственным органам и общественным объединениям и материальная помощь. Мы запросили у них, то есть они просто в отчете указали, сколько они выделили на каждый округ и сколько денег было потрачено на материальную помощь, на социально-экономические проблемы и сколько денег было выделено государственным учреждениям и общественным объединениям, обратите внимание. Мы и запросили, предоставьте нам, пожалуйста, информацию, кто такие общественные объединения, кто конкретно получатель этой помощи, потому что в отчете, извините, можно указать все, что угодно. Да? Более того, сегодня мы входим в избирательный год, да? То есть у нас в конце этого года должны пройти выборы в Народное собрание. И если резервный фонд будет расходован по тому же принципу, что он расходовался все эти годы, то мы прекрасно понимаем, что это дополнительная материальная поддержка в предвыборную кампанию депутатов в этих округах. И в этом случае те депутаты, которые собираются баллотироваться еще раз на дополнительный срок в следующем году, получают поддержку, косвенную поддержку для своей избирательной кампании, извините, ни много ни мало, от 60 до 100 тысяч лей. То есть там есть округ на который, по-моему, выделяют 60 тысяч лей, ну там маленькие округа, как Киритлунга и Русская Кисле, там мало приходится, да. Но такие округа, как Кирсово, к примеру, да, там 100 тысяч лей. Копчак там по 70-80 тысяч лей. Камрадские округа тоже по 70-80 тысяч лей. Это достаточно серьезные деньги. И, в принципе, и распоряжаются ими, как мы понимаем, депутаты. То есть депутаты решают, куда направлять, кому выделять материальную помощь и так далее. То есть нас этот вопрос очень сильно волнует, потому что он создает неравную, нездоровую конкуренцию, неравные условия ставят депутатам. И, с другой стороны, в данном случае чисто вопрос прозрачности, да, то есть кто действительно получает эту помощь. Потому что у нас с исполнительным комитетом вообще нет никакой ясности, никакой прозрачности. Потому что там речь идет, извините, ни много ни мало 2 миллионов 400 тысяч лей, да, то есть это для Гагаузии сегодня, особенно учитывая финансово-экономический кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, это не маленькие деньги. И в данном случае нам, как гражданам этого, как жителям этого региона, хотелось бы, чтобы они расходовались рационально, да, то есть с пользой. И там тоже мы видим, что из резервного фонда практически на каждом заседании исполнительного комитета выделяются деньги на решение каких-то финансово-экономических проблем. Да? И, как правило, это материальная помощь тому, материальная помощь этому, прием делегации, поездка в
это самое, в какую-то международную, за рубеж, мы, конечно, не против того, чтобы эти деньги выделялись, да? Но проблема в том, что резервный фонд предусмотрен для решения экстренных ситуаций. И очень много из того, что мы видим, да, что, на что тратит деньги тот же самый исполнительный комитет, согласно протоколам, да, протоколам их заседаний. Много из того, на что они тратят деньги из резервного фонда, можно было, в принципе, спокойно запланировать. Потому что суть резервного фонда заключается в том, чтобы деньги тратились на то, что нельзя было предусмотреть или предвидеть. Это о чем речь идет? Это речь идет о чрезвычайных ситуациях, да, это экстренная помощь кому-то там, не знаю, там кто-то чем-то заболел, но тут деньги выделяются на спортивные мероприятия, деньги выделяются на празднование каких-то мероприятий, которые спокойно в начале года можно было бы предусмотреть и запланировать, да. Но, к сожалению, то есть тут уже вопрос рациональности, да, то есть, который мы поднимаем и хотим, чтобы в этом мы получили большую прозрачность со стороны исполнительного комитета. Еще один, и Народного собрания. Еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание, это процесс принятия решений. Было принято, как вы знаете, с начала года, там, за этот период, что мы отражаем в своем обзоре, 2 закона, важных законов с нашей точки зрения. Закон номер 1 – это закон о телерадиовещании и закон об образовании. Мы уже неоднократно поднимали вопрос о том, что по поводу закона о телерадиовещании, что этот закон с нашей точки зрения необходимо было вернуть на доработку, но, к сожалению, наши замечания, наши призывы не были услышаны. Башкан подписал, даже не отреагировал на наше обращение. Мы несколько раз обращались к Башкану через средства массовой информации, напрямую отправляли обращения, подписанные несколькими организациями, но, к сожалению, не было никакой реакции. Это тоже, в принципе, демонстрирует, как руководство Гагаузии отвечает на запросы и обращения граждан. Не было никакой реакции, закон был промульгирован. С нашей точки зрения, там есть очень много недоработок, и он существенно ограничит свободу выражения мнения в Гагаузии и свободу СМИ, особенно свободу общественной телерадиокомпании Гагаузия радио телевизионного. Потому что там меняется баланс сил, но мы, в принципе, об этом говорили, вы можете прочитать наши анализы по этому поводу. Теперь закон об образовании. Тоже был принят очень поспешно, без серьезных консультаций. Мы не видели серьезной аналитической записки к этому закону. Да? Там буквально, они в аналитической записке называют этот закон фундаментальным для Гагаузии, но при этом аналитическую записку не удосужились даже хорошенько расписать и объяснить, почему нам этот закон нужно принять. Всего лишь полстраницы в аналитической записке. То есть, с нашей точки, и более того, не были проведены консультации со специалистами. Да, там были публичные слушания с директорами, но, извините, это было больше похоже на партсобрание, нежели консультации по закону. Там подготовленные люди вышли, толкнули речь, все согласились, разошлись, после этого приняли закон. Так законы не принимаются. Законы принимаются, это очень долгий, кропотливый процесс, должны вовлекаться заинтересованные стороны, должны вовлекаться эксперты. И если мы речь идем о фундаментальных законах, то процесс консультации с обществом должен длиться, с моей точки зрения, как минимум год, как это было в случае с Кодексом образования. Да? Кодекс разрабатывался 7 лет, и активная фаза консультации длилась практически целый год. И насколько мы знаем, Гагаузия тоже была приглашена руководство Гагаузии было приглашено для того, чтобы участвовать в процессе разработки, чтобы оно высказало свои комментарии. То есть мы до сих пор не знаем, участвовало руководство Гагаузии, предыдущий исполнительный комитет в этих рабочих группах, которые собирались по обсуждению Кодекса об образовании или нет. И сегодня нам говорят о том, что Кодекс об образовании каким-то образом не учитывает интересы Гагаузии. И единственный аргумент, который дается, это именно этот, что Кодекс об образовании не учитывает интересы и особенности Гагаузии, и поэтому есть необходимость принятия местного закона. Еще один аргумент дается, что вот нужно создать условия для развития гагаузского языка. У меня возникает вопрос, ребят, может для начала исполнительный комитет Народного собрания начнет с самих себя? Потому что есть закон о функционировании языков, который обязывает, что все официальные документы должны быть переведены на 3 официальных языка: гагаузский, молдавский, русский. Да? Сегодня мы видим, что это не исполняется.
Рабочий язык до сих пор не стал рабочим языком органов власти Гагаузии, до сих пор не стал гагаузский. Улицы до сих пор не названы на гагаузском языке. Села до сих пор не названы на гагаузском языке. Но при этом у нас переживают о том, как это все будет преподаваться в школах. С моей точки зрения, в школах существуют абсолютно все условия для изучения гагаузского языка. Просто чего нет? Нет дидактических кадров. Некому преподавать. В этом вся проблема. И перекладывать с больной головы на здоровую, с моей точки зрения, это не совсем правильно. И тут нужно очень серьезно задуматься. И более того, этот закон не прошел экспертизу прав человека. Этот закон не прошел экспертизу, не знаю, там, Министерства образования, потому что здесь накладываются полномочия. И в едином государстве, с моей точки зрения, должен быть диалог, да, с министерством. Я понимаю, что это сложно там Кишиневу что-то объяснять, но тем не менее. Путь диалога всегда лучше, чем просто одностороннее принятие решений. В этом плане, конечно, виноват и Кишинев, потому что необходимо, скажем, налаживать эти механизмы. И это должно быть движение, двухстороннее движение, а не одностороннее. Да? То есть и должны координировать свои действия. Ну, наша претензия, опять же, да, в том, что прозрачность не обеспечена, два закона важных, фундаментальных, чисто для галочки провели публичные слушания, которые, с моей точки зрения, не публичные слушания, а просто в одном случае это партсобрание, в другом случае это балаган был, особенно с законом о телерадиовещании. С экспертами никто не консультируется, заключений профильных комиссий Народного собрания мы так и не увидели. Единственное, на закон об образовании, закон о телерадиовещании мы видели заключение там управлений исполнительного комитета. Ну да, но у нас есть Народное собрание, и согласно законодательному процессу все законы, все постановления должны проходить по всем комиссиям. И все комиссии, которые имеют отношение к этому закону, да, которые конкурируют сферу деятельности, которую затрагивает закон, должны давать свои заключения. Мы этих заключений не видели. Я, например, не видел, на сайте не было опубликовано заключение комиссии Народного собрания по образованию. Это профильный закон. И более того, должен быть авиз или заключение комиссии по финансам, потому что речь идет о финансировании. Должна была быть, там, не знаю, социальная комиссия, потому что речь идет, это важный закон, который затрагивает сферу, которая обхватывает детей в возрасте от 3 до 18 лет. И нововведения в систему образования могут иметь очень серьезные последствия, эмоциональные на детей. То есть, как бы с этой точки зрения тоже нужно проводить экспертизу. Мы всего этого не видели, поэтому мы до сих пор не понимаем, в чем была суть принятия этого закона об образовании. И так по очень многим параметрам. Когда мы говорим о том, что необходимо обеспечивать прозрачность, мы хотим, чтобы процесс законотворчества и законодательства был улучшен. Потому что мы убеждены в том, что при вовлечении специалистов и экспертов в этот процесс, да, я в данном случае не говорю экспертов из Пилигрим Дема, я говорю экспертов из других организаций, это может способствовать улучшению закона, улучшению законодательных практик Гагаузии. Но, к сожалению, нас пока в Народном собрании исполнительного комитета не слышат. Нас воспринимают как противников или противников, которые хотят что-то там, не знаю, насолить Народному собранию и исполнительному комитету, что, безусловно, не так. Мы в данном случае больше беспокоимся о общественном интересе и как граждане, как жители этого региона хотим, чтобы законы, которые принимаются Народным собранием и решения, принимаемые исполнительным комитетом, они работали во благо и учитывали интересы общества. Да? И этого может достигнуть только благодаря диалогу и консультациям.